Новый год в своей квартире. Солнечный город. Казань. 222 55 00. Эта встреча, так скажем, без галстуков. Лидер партии «Единая Россия» Фарид Мухаммедшин с избирателями ведет неформальный телефонный разговор. Набережные Челны? Да. Это Мухаммедшин, секретарь регионального день. Да. Так точно. Здрасте. Технический прогресс так далеко шагнул вперед, что просто диву даешься. Теперь электорат может напрямую обратиться к любому из потенциальных избранников. Онлайн-сервис «Мобильный депутат» такую возможность предоставил каждому избирателю. Через интернет задаешь свой вопрос и просто ждешь звонка. Электронная площадка работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. За это время поступило свыше 6,5 тысяч вопросов и пожеланий. И даже в последнюю неделю до выборов в штабе партии не умолкает телефон. Если даже бы не было выборов, надо было придумать какую-то форму, чтобы вот все-таки мы как бы все время, нам кажется, что самое важное вот сидеть за своим столом, писать какие-то бумаги, давать какие-то распоряжения. И очень мало мы общаемся с людьми, видим, что там происходит на местах. А когда вот выборы, значит, все-таки эта работа у нас активизируется, и мы получаем массу информации. Мы каждый раз, после каждых выборов, все те напутствия, наказы, пожелания, мы их как бы перерабатываем. Все эти вот 40 программ, которые у нас есть, они все базируются на тех встречах, на тех просьбах, которые были. Вот, к примеру, программа «Наш двор», которая, кстати, была инициирована партией «Единая Россия», уже получила массу откликов по всей республике. За благоустройство дворов в Татарстане взялись пару лет тому назад. Треть дворов были уже приведены в порядок. Но эта программа, по мнению президента, должна охватить каждую придомовую территорию. Работа эта будет сложной, дорогостоящей. На реализацию проекта потребуется не менее 50 миллиардов рублей, но необходимой. Каждый житель сам мог определить, что именно он хочет увидеть у себя во дворе. Порой такие встречи сопровождались жаркими дискуссиями, но, как говорится, именно в спорах рождается истина. Это сложная задача, но для этого мы и есть решать сложные задачи. Вот я смотрю на всех глав, они целиком, полностью настроены, значит, как бы засучить рукава и вперед. Я хотел бы обратить внимание, вот смотрите, мы парки, скверы, там пространство сделаем, но их же надо содержать, там должна быть жизнь, не везде это работает. Очень жаль, мы потратили большие деньги, и иногда видим разочарование, что и вандализм есть, и мы, власть на местах, не до конца как бы это. Вот программа «Двор», то есть нам важно понять, что им нужно. Мы сделаем несколько вещей обязательных. То есть вот это асфальтовые дела, освещение для детей, спорт, там это. Но если в этот процесс управляющая компания или ТСЖ не будет подключена, как бы в процессе что-то еще добавить, то, что они хотят. И самое главное, как он дальше будет содержаться. Мы такие деньги потратим, и все это. Поэтому вот этот момент тоже учтите. По словам президента, все проекты в Татарстане – это не единовременная акция, это серьезная кропотливая работа, которую нужно довести до логического завершения. Вот, к примеру, в системе здравоохранения, по мнению Рустама Минниханова, нужно уделять внимание не только лечению, но и профилактике заболеваний. Потому ежегодно диспансеризация населения должна стать нормой, особенно для той части населения, что проживает в сельской местности. Программа «Дворы», значит, мы как бы не решались, это инициатива партии, да, все-таки вы продавили, значит, у нас были некоторые другие еще задачи, но эту тему вы продавили. Второе, то, что в населенных пунктах у нас, в деревнях, люди никогда диспансеризацию проходить никогда не будут, поэтому надо к ним приехать. Вот мы один комплекс уже работает, я сам видел. Это просто праздник для деревни. Они приходят, там общаются, там
Многие объекты, которые появляются в Татарстане, это результат реализации национальных проектов. Новые школы, клубы, детские сады, создание качественно новой инфраструктуры для качественно новой жизни. Львиная доля финансирования объектов, в которые вошли в федеральный проект, идет из центра. И деньги были выделены не только на строительство или капитальный ремонт здания. К примеру, учебные заведения смогли полностью обновить материально-техническую базу. А это дорогого стоит. Наш президент, он хочет поменять страну. Вот никогда в истории нашего там российского государства, но нам не так много еще лет, таких больших задач не ставилось. Этот процесс будет идти и дальше. Вот определенные задачи на 3 года, бюджет определен. Это нормальная работа. Для этого нужны люди, для этого нужна документация, для этого нужны ресурсы, в том числе и наши. Поэтому вот национальный проект – это за короткое время задачу, которую президент поставил, изменить. Это не говорит, что вот в 2024 году опять до свидания. У нас дальше будут еще более сложные задачи. Последняя неделя – это самое главное время, которое как бы решает судьбу. Нам важно не только победить, нам важно убедительная победа. Убедительная победа – это доверие к партии власти, доверие к вам, доверие ко мне, доверие правительству. Поэтому эта работа не только вот персоны или те, кто занимается, это общая наша работа. Я же говорю, это и муниципалитеты, это и органы власти, и это и результат работы наших территориальных федеральных коллег. Это общая наша работа. И в то же время у нас очень много еще дворов, очень много дорог, очень много экологических проблем. Но дайте нам возможность привести все это в порядок. Поэтому вот, значит, мы обращаемся к нашим избирателям. Мы готовы дальше работать. Ильзира Юзаева, 7 дней.